Наша проповедь называется «Любовь и верность Богу». Любовь и верность Богу. Знаете, мы должны понять такую вещь. Если мы будем любить Бога, если мы будем Ему верными, знаете, у нас в жизни будет весьма хорошо. Бог хочет этого. Тогда, знаете, когда я люблю Бога настолько сильно, и когда я верен Богу, тогда я понимаю, я настолько люблю свою жену, настолько я должен быть верный, не оскверняться даже в своих мыслях, даже в своем взгляде, чтобы завет был в моих глазах, чтобы завет был в моих мыслях, чтобы я думал о Боге. Даже если это красивая какая-то женщина, и она тебя стреляет из пулемета, то ты говоришь: Господь, эта женщина красива, но для кого-то. Она не для меня, у меня есть моя. Это тернии. У меня есть в моем саду Божья роза, Божий цветок, которую я люблю, которую я хочу любить и поклоняться ей. И чтобы мои мысли были только о ней. Как святой Августин сказал: возлюби Бога и делай, что хочешь. Я хочу вам сегодня задать такой вопрос, чтобы вы могли задуматься. Я вам говорю, возлюби Бога, иди и делай, что хочешь. И вы в мыслях себя сейчас можете поймать. А я сегодня пойду на банкет. А я сегодня пойду и буду приготовлю для мужа кушать, для своих детей. А я сегодня пойду и выпью 100 грамм. Знаете, вы себя поймали на мысли, что вы, возлюби Бога, иди, делай, что хочешь. Мы должны пойти, прежде всего, конечно, мы же не можем жить в духе 24 часа в сутки. У нас есть разум, у нас есть житейские какие-то моменты, ситуации, и мы должны их делать. Но это все должно быть с Богом. Это все должно быть с Богом. Давайте коротко рассмотрим определение, что такое верность. Можно на экран, да? Коротко. Там много всяких определений, но самое важное, я так думаю, что это самое важное. Верность – это постоянство, надежность и доверие. Верность, она основана на ответственности, стойкости, честности, смелости и жертвенности. Вот на чем основана наша верность. И я понимаю, что без Божьей помощи я не могу так любить. Я так не могу любить свою жену, своих детей. И когда мы часто, когда с Таней сидим, общаемся там, воркуем, и она говорит: так люблю тебя, Лешка. Я говорю: а ты Бога как? Любишь больше меня? Ну вот честно. Вот она честно говорит: иногда забываю, там, больше тебя люблю. Я говорю: Бога надо любить больше всего. Бога больше всего. И потом меня. И тогда все будет хорошо. И тогда все будет прекрасно. И тогда мы будем верными мужьями, женами, отцами, матерями. Второзаконие, откроем первое местописание, Второзаконие. Второзаконие, 7 глава. Второзаконие, 7 глава. Второзаконие, 7 глава и 9 стих почитаем. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 1000 родов». Бог верный. Здесь написано: Бог верный. Знаете, я хотел бы немного пример из наших младших братьев рассказать. Можно там, Илюша, выведи эту картинку. Я хотел бы... В новостях как-то рассказывали о верности собаки. Вы, может, слышали когда-то. Собака такая. Ее назвали Костя, Константин. Ну, потому что так переводится. Это верность. Это верный.
знаете, и ее хозяин, там всякие истории рассказывают, но хозяин разбился на машине. И эта собака, она постоянно приходила на это место, где разбился ее хозяин. Она постоянно приходила, и никто ее не мог приучить. К ней приходили, ее кормили, ее звали, но она не приходила. Она всегда приходила на это место, она всегда знала, где разбился ее хозяин, и она верила, настолько она любила, настолько она верила, что хозяин вернется на это место. 7 лет эта собака, пока она не умерла. И также вы, наверное, слышали историю, смотрели фильмы, да, часто вот несколько фильмов вышло, ну, одно там в 80-м каком-то году, одно там в 2009-м, Ричард Гир, Хатико фильм, да, смотрели, и вот в 2023 году сняли «Мой Хатико», также очень хорошие фильмы. И эта собака, это действительно история, которая произошла в Японии, это хозяин, профессор, он умер, у него резко наступил приступ, и собака, она приходила на этот железнодорожный вокзал, и она 9 лет также приходила и ждала своего хозяина. Она ждала. И мы должны подчеркнуть пример даже из наших младших этих братьев. Почему я рассказываю эту историю? Потому что даже если собаки, наши младшие братья, они настолько верные, то как мы реагируем? Реагируем на настоящую верность, на настоящую любовь Божью. Бог хочет, чтобы мы в действительности были верными, любили. Потому что любовь и верность, они неразлучные спутницы. Никак невозможно их разделить. Если ты любишь, ты верный. Если у тебя есть верность, ты любишь этого человека. И самое большое испытание – это когда человек проходит предательство, когда бросает мужа, жену. И это так жестко, когда семьи расходятся. Жили мирно, кажется, так хорошо. И все думают, ой, какие хорошие, какие лапочки. Вот. И смотрим мы там на Голливуд, там на это смотрим. В Голливуде, к сожалению, там 1-2 пары, наверное, самые. Остальные все разошлись и по 3, по 4, по 5 раз там выходят. И как в порядке вещей. Вот. Потому что когда-то моим кумиром, я еще когда в миру был Брюс Уиллис, такой киноактер голливудский, он боевик. И в боевиках снимался. И у него жена была Деми Мур, такая красивая брюнетка. И я думаю, вот пара, вот, ну, крутая там. Вот. Думал, ну я таким же крутым стану там, вот. И вот там разошлись так же, разбежались. И он дал 2 заповеди. 2 заповеди. Вы все знаете эти 2 заповеди. Да? Возлюби Господа всем сердцем своим, всем разумением и всей крепостью твоей, и ближнего твоего, как самого себя. А лучше новая заповедь. Возлюби ближнего, как он, как Бог. Помните, пастор Алексей рассказывал, что, как он Буратино, да, говорит, ну, как себя он. Как я могу себя любить, если я вот... На самом деле никто из нас не деревянный. Знаете об этом? Никто не деревянный. Даже насильники, ужасные эти преступники, даже у них есть что-то, что Бог может задеть. Бог нас сделал такими. И характеристика последнего времени в Тимофея там сказано, что в последние дни люди будут самолюбивы. Как я? Хорош? Самолюбивы, надменны, горды, злоречивы, непреданы. Клеветники, предатели, жестокие, наглые, невоздержанные. В последнее время Писание говорит, люди будут такими. И поэтому я хочу сегодня говорить о том, что о любви человека к Богу. Мы должны любить Бога.
Давайте откроем местописание 1 Иоанна. 1 Иоанна откроем 4 главу. 1 Иоанна 4 глава. И прочитаем там сперва с 7 по 11. Здесь написано: возлюбленные, он к нам обращается, возлюбленные, будем любить друг друга. Потому что любовь от Бога. Бог есть любовь. Любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога. Если мы рождены от Бога, значит, в нас уже есть эта любовь. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Если в нас есть любовь, мы знаем Бога. Если у нас нет любви, мы не знаем Бога. Мы живем своими человеческими обычаями, своими человеческими усилиями. То если мы живем человеческими усилиями, то мы натягиваем маску. Какой ты хорошенький, холесенькая такая. Знаешь, маску натягиваем. А внутри думаешь, ну, сволочь такая. Накрасилась здесь еще, крашеная это. Знаешь, так умеем маску натянуть. Здорово, брат, как я тебя уважаю. В тот раз не дал мне машину. Ну, разобьешься еще. Знаете, вот у нас такие мысли, такие вот скакуны. И мы иногда так думаем, что все хорошо у нас. 8 стих читаем. Кто не любит, тот не познал Бога. Слышите, кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивления за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 13 стих, здесь читаем 13. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Потому что любовь Божья, она уже излилась Духом Святым внутрь нас. Написано, Духом Святым Он излил. Когда мы разделились свыше, Дух Святой вошел в нас внутри. Он живет, и Он излил эту любовь. И эту любовь мы не должны держать в себе. Эта любовь, она должна изливаться, как реки воды живой. Она должна течь через ваши слова, через ваши руки, через ваши слова, через ваши мысли, через ваши дела. Эта любовь, она должна изливаться через вас, через вашу улыбку, чтобы мы улыбались друг другу. Не просто так лицемерно, но в действительности. Чтобы мы делали этого. Кто-то говорит, что человек достиг всего, если он завел семью, да, построил дом, посадил дерево. Но все это пусто, если нет любви в этом доме. Или он просто посадил дерево, потому что толпа садит, и поэтому так нужно делать в этой жизни. Но когда ты делаешь это из любви, строишь этот дом, понимаешь, что в этом доме будет жить твоя семья, твои дети, твоя жена, чтобы все было уютно и хорошо. Ты купил эту машину, чтобы не самому ездить, но чтобы ездить и возить кого-то. Чтобы Царство Божье прежде всего пришло. Остальное все приложится, остальное все прилаживается. Нужно искать истины, правды Его. Знаете, силы тьмы, они атакуют, чтобы мы не знали, чтобы не было этого откровения у нас. Потому что духовная война идет. За вас, за каждого идет духовная война там на небе. Куда угодно иди, только не к Богу, куда угодно. Любить что угодно, кого угодно, только не Бога.
люби этот мир. Но только не Бога. Знаете, сколько людей разочарованы. Знаете, сколько людей, вот слово жизни, когда мы начинали, сколько людей прошло через церковь. Ой, я вам скажу, это тысячи. И где они? Кто-то, конечно, уехал, но много людей, основная масса, они разочаровались и вернулись в мир. Потому что у них не было этого откровения. Любовь Божья, я познал Бога, тогда любовь Божья, она внутри меня. Бог живет внутри меня. И есть эта верность, которая от Бога внутри меня. Когда я страдаю, когда я прохожу трудные ситуации, каждый человек говорит проблемы какими-то. Они говорят, а где Бог? Где Бог? Когда это произошло, то произошло в жизни моей семьи, моей сестры, там, моего брата, моих родственников, моих знакомых. Почему? Где был Бог? Люди многие, которые учились, библейские курсы, они не спасают вас. Библейские курсы вас не спасут. Теологическое образование вас не спасет. Хождение в церковь вас не спасет. Служение вас не спасет. Вас только спасет одно – это любовь к Богу и верность Ему. Когда будут трудные ситуации, вы никогда не уйдете. Мы с женой проходили, поверьте мне, очень трудную ситуацию. И только любовь Божья могла сохранить. Никто не знает, как мы проходили эту трудную ситуацию. Бог и мы. И нас трясло. Бог, Он трясет. Он в последнее время будет перетрясывать через сито. Знаете, как сито трясется. Чтобы все грязное вывалилось, все золотое осталось. И Он будет трясти нас каждого. Почему Бог не вмешивается? Я тоже всегда задавал в ситуациях, почему это же хороший человек, а почему у него ребенок умер, а почему так случилось? Почему Бог не мог, что ли, вмешаться? Он не мог взять за рукав там, он не мог, он же сверхъестественный. Но почему это происходит? Почему хорошие люди умирают, а злые гады, они живут какие-то подонки и процветают, и воруют, и строят. И мы, когда читаем Евреям, и там думаешь, Господи, многие даже и награды здесь на земле не получили. Их перепиливали, их вешали, их расстреливали, их пытали за любовь к Богу. За любовь к Богу. И они переносили все эти страдания, все эти трудности. Знаете, очень многие, они пишут прямо, некоторые пастора даже, служители, Бога нет. Они разочаровались и пишут, Бога нет. Или они продолжают жить с Богом, но бросили свою жену, своих детей. Живут там с какой-то сестрой из прославления. А некоторые говорят, я не знал и не хочу знать этого Бога. Хотя служили много лет, и чудеса и знамения происходили в их служении. Почему это произошло? Нам нужно не судить их, а взять оттуда зерно, и чтобы молиться. Зри, Господь, не на опасном ли я пути. Посмотри, освети мой разум, о чем я думаю, о чем я мечтаю. Почему я так хочу поступить? Почему я так хочу сказать этому человеку? Мой мотив. Дух Святой распознает твой мотив. Почему ты это даешь этому человеку? Почему ты говоришь этому человеку так? Твой мотив. Олег, сын мой, твой мотив. И мы проходим все трудности, каждый свое, и не говорите никогда, ой, если бы ты знал, какую я трудность прохожу, тебе до этого далеко. Мы все проходим то, что нам Богом дано.
Бог каждому дает то, что он сможет пройти. Он никогда не даст сверх того, что ты не сможешь. Он всегда дает этого человека. Он всегда видит, на что человек способен. Потому что через грубость людей, люди, они такие несовершенные, через грубость. Нам нужно учиться. Вот почему, слава Богу, в этом году у нас пойдут больше 40 человек в библейские курсы. Чтобы учиться, чтобы не прийти там, не просиживать просто время, драгоценное это время, Божье время, которое Бог вам дает. Не просто там просиживать, но в действительности учиться. И иногда нам кажется, Бог, Он беспомощный. Я иногда так и думал, Бог, ты где? Ты что, беспомощный? Ты такой сильный, всемогущий. Неужели у тебя нет силы прийти и навести порядок вот здесь и здесь, и вот там, и с этими людьми, с теми вот, с той группой, там и там? Почему это происходит? Ты сверхъестественно можешь это все сделать. Но он выбирает узкий путь, тернистый путь, длинный путь. Дьявол к нему пришел и сказал, вот есть короткий путь. Поклонись мне, и все царства мира тебе поклонятся. Но он выбирает тернистый, узкий путь. Он идет на Голгофу, на крест. Через страдания, через боль, через позор, через унижение. Он идет через этот узкий, тернистый путь, длинный путь, который приводит к чему? Приводит, что он, не насильно умирая на кресте, он своей любовью, он не насильно заставляет любить. Он не насильно, знаете, если бы меня Таня насильно заставила, люби меня, и меня за шкирку бы, мне было бы противно. Или я бы так. Он насильно не заставляет, он это сделал через крест, отдав самое драгоценное сокровище свое, чтобы мы могли, увидя это, возлюбить и сказать, вау, вот это да, такого никогда не было в этом мире, такого потрясения никогда не было в этой истории. Но это происходит на Голгофе. Этот тернистый узкий путь. Мы хотим идти широкими путями. Мы хотим славы. Его сердце хочет, чтобы наше сердце также было любящим. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4,19, еще раз читаем. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Для Христа настолько важно, чтобы мы Его любили. Вы помните, Он, когда Петру пришел, и Он 3 раза ему сказал, Петр, любишь ли ты меня? Люблю, люблю, паси овец моих. Потом 2 раз он спрашивает, Петр, ты любишь меня? Он говорит, да, люблю. И он его 3 раз спрашивает, Петр, ты любишь меня? Петр уже так, да чё он там, а ему так важно Богу, тогда паси овец моих. Не просто люби меня, паси овец. Что-то делай, хоть немного. Хоть молись за кого-то, хоть что-то жертвуй. Аллилуйя. И проходя все эти трудности, страдания, мы должны продолжать любить Бога. Как я проявляю свою любовь? Я свою любовь проявляю к Богу так. Это вот моя практика. Я проявляю, я скучаю по Нем. Когда мне трудно, когда какие-то ситуации, я скучаю, как по жене. Я иногда скучаю по ней, когда особенно сейчас это не особо, мы все время вместе, но раньше я по командировкам ездил там, все время там уеду, и на месяц уеду там, неделями, и я так скучаю всегда. И там есть места, где нету интернета, Wi-Fi, и ты ищешь, бегаешь с этим телефоном, Wi-Fi, где Wi-Fi? Где у кого есть интернет, потому что ты жаждешь, ты хочешь с женой поговорить, ты хочешь встретиться, услышать ее голос. И также, чтобы уединиться с Богом, ты жаждешь, у тебя есть жажда с Ним встретиться. Потому что ты любишь Его. Кого ты любишь, тем ты всегда хочешь встретиться.
Ты хочешь уединиться с этим человеком. Ты хочешь наслаждаться этой встречей. И в Библии написано, о чем говорится. Матвея 6 глава. Матвея 6 глава, и там прочитаем 6 по 13 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолитесь Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Вот приходишь просто иногда, ничего не говоришь, просто сядешь, комнату закрыл, слава Богу, у нас есть комната, закрыл, свет выключил, сел на диванчик и сидишь. Я жду тебя. И просто сидишь. И он начинает говорить через Писание. Он начинает говорить. Ты когда сидишь просто, сидишь 10, 20, 30 минут, там уже время, и ты вообще не ощущаешь. Ты сидишь, потому что ты хочешь встретиться с ним, потому что ты любишь его, потому что ты хочешь получить что-то от него, чтобы получить не только для себя, но чтобы это потом дать людям. Чтобы это проистекало с тебя через эту любовь Божью, чтобы потом это проистекало к другим людям. 8 стих. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Он все знает, что тебе нужно, куда тебе нужно бежать. Вот. Мы только просим, мы пришли к Богу и дай, как попрошайки, дай. Дай. Если бы мне жена все время дай говорила, я бы сказал: Господи, как-то тяжело. И дальше. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб нам насущный дай на сей день, и не веди нас в искушение, и прости нам долги наши, и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков». Аллилуйя! Если мы любим, то мы ищем без всякой выгоды. Этой встречи без всякой выгоды. Когда мы с Таней познакомились, я без всякой выгоды искал, как бы с ней встретиться, как бы с ней пообщаться. И она уже тогда знала, потому что у нее уже был первый муж, который умер. Она уже знала, что мужчину надо ублажать через желудок. Она мне что-нибудь вкусненькое готовила. Она опытная уже была. А я молодой первый раз. Это очень необходимо для нашего духовного здоровья. Духовное у нас здоровье должно быть прежде всего. Потом уже физическое. Тоже за этим нужно смотреть. Духовное. Нам нужно уединяться, чтобы слышать Его, чтобы жить в послушании, чтобы исполнять Его заповеди, чтобы мы в действительности могли слышать. Потому что Бог готовит свою невесту. Богу приятно смотреть на нашу верность, на нашу любовь, чтобы наша любовь также проистекала к братьям, сестрам. И это все происходило. Он тренирует нас здесь, и вы пойдете все 40 там сколько-то человек, библейские курсы, он будет вас тренировать. Знаете, церковь будет расти. Вы будете служить здесь каждый. Мы об этом в конце поговорим немножко. Будете служить каждый. И любовь будет проистекать. Вы увидите, как любовь будет наполнять вас больше и больше. Она есть уже в вас. Но ее нужно... Это плод. Любовь – это не дар, это плод. Это плод, и он может расти. Любовь может расти. Нужно дозу увеличивать. Говорит, если не хватает любви, увеличь дозу. И он тренирует нас. Он тренирует.
Знаете, я хочу рассказать одну историю, правдивую историю. В одной церкви, это в советское время произошло, в одной церкви был брат, диакон, и он отвечал за церковную кассу. Это очень серьезное служение было. Оно даже считалось выше, это служение, чем пастором быть. Потому что это такая ответственность, отвечать за церковную кассу. И один раз одной сестре понадобились огромная сумма денег, чтобы дать ей в долг. И его попросили, он дал этой сестре долг, большую сумму. И через некоторое время, когда надо было возвращать, он приходит к ней и говорит: надо возвращать эти деньги. И она говорит: я вам отдала. И у них начался спор, потом их вызвали на совет. На совете этого брата, честного христианина, отлучили из церкви. Но он продолжал, он любил Бога, он продолжал приходить в церковь. Когда ты отлучен там в церквях, в других деноминациях, братья, которые отлучены, они могут сидеть, приходить на собрание, но сидят на задних рядах. Он был отлучен, и он сидел много лет там, на заднем сиденье, скамейках. Представляете, какое испытание проходил этот брат? Он мог кричать: Бог, где ты? Бог, ты, где ты? Он не писал, где эти плакаты или где-то. Бога нет, потому что он любил Бога, потому что он был верный Богу. И он сидел там много лет, пока не умер. И его похоронили неверующие его родственники. Потом, через какое-то время, у этой сестры прошел огромный ремонт в квартире, и она находит сверток большой, пожелтевшие газеты. И она открывает этот сверток, а там эти деньги, которые она не вручила этому брату. Вот так бывает в жизни. Мы иногда забываем. Что-то вот так дьявол выключает. Когда мы бегаем в суете или что-то делаем. Она суетилась, что-то делала и забыла, и положила где-то там, спрятала. И почему-то она подумала, что отдала этому человеку. И она находит этот сверток, и она прибегает в церковь. Так и так. Они пошли на могилу к этому брату, сделали вечерю, попросили, конечно, прощения. Но как этому брату? Представляете, он сидел там на задней скамейке, втоптанный в грязь. Втоптанный в грязь. Оскорбленный, униженный. Но он любил Бога. И он не ушел. Он до конца сидел в этой церкви, слушал проповеди. Пока он не ушел на небо. Пока он не ушел на небо. Вот такой несправедливый суд мы можем выносить друг другу. Мы не знаем, кто как живет, и мы судим. А ты знаешь этого брата? Ой, он какой! Ты знаешь его поступки? Ой, он чудил. А ты был там? А ты смотрел? Ты кого слушаешь? Ой, он чудил. А эта сестра вообще мразь конченая. Знаете, мы так судим, но мы сами-то там не были. Мы сами-то не знаем. Потом мы придем на небо и дадим отчет. Мы каждый за себя дадим отчет, придем когда на небо. Мог же этот Бог напомнить этой сестре? Я вот так задумывался, когда этот пример рассказывал. Я говорю, мог же, Бог же показывает, мы же документы многие теряли, я сам терял. Мы помолимся, и Бог показывает, там брат в лесу потерял, там показал прямо место. Кто-то там портмоне там со всеми документами потерял. Бог показывает. Мы когда помолимся, и чудеса происходят, и мы здесь говорим. Но бывают ситуации, что Бог молчит, потому что Он хочет испытать. И мы не каждый проходим такую ситуацию. Он знает, слава Богу, Он знает, кто сможет пройти, кто не сможет пройти. Но Он испытывает, кто много говорит.
Он испытывает, он всегда дает тест. Поэтому я иногда боюсь о чем-то проповедовать. Мне Бог дает тест, а ты пройдешь это? Он дает мне тест. Я вам честно скажу, я большую часть не сдал. Но слава Богу, Бог, Он верный. И я вижу, что Бог дает силы. И я крепчаю, становлюсь лучше. Через такие ситуации и этот брат-служитель не написал «Бога нет» и не убежал с церкви. Почему так происходит с честным человеком? Такое же не может быть, вы скажете. Может быть, потому что он был испытан. Как и другой пример служителя, который очень сильно служил Богу, так сильно служил, и у него родился ребенок-инвалид. Весь скрученный. И этот служитель поднял фиги к небу и сказал: Бог, я тебе не буду служить. И ушел от Бога. А другой пример. Почему Ник Вуйчича? Почему у него отец пастором был? Ник Вуйчич, вы все историю знаете, да, без рук, без ног родился мальчик. Он пастор церкви. Но они же не бросили, они служили, они славили все равно Бога. И мальчик этот вырос во славу Божью. Во славу Божью. Сколько людей, миллионы людей его услышали и спасались. Как Иов, все Бог забрал у Иова, все. И всю шкуру содрал с него. Все, вся проказа в нем была, все, он скоблил себя. И жена говорила: похули Бога, да, и все, и скажи, Бога нет. Но он что сказал? Он сказал: Искупитель мой жив. Искупитель мой жив. Представляете? Мы не до крови еще сражались. Бог нас ведет на небеса, дорогие. На небеса ведет, дорогие возлюбленные. И Ему нужно, чтобы у нас сердце было любящее, мягкое сердце, нерелигиозное сердце. Бога не задевает, не трогает Бога наши огромные какие-то дела. Его не трогает это вообще, огромные дела. Его не затрагивает, его это не трогает вообще. Если в сердце нет любви, нет верности. Огромный труд без любви – это ничто. Почитаем 1 Коринфянам. 1 Коринфянам 13 глава. 1 Коринфянам 13 глава. Написано с 1 по 3 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и не знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Вот ясно, четко, апостол Павел ясно, четко говорит: без любви, без верности ничего нету, толку нету. Толку нету. И сегодня я хотел бы вам, дорогие студенты, немного вот, и потом в конце будем молиться, немного также сказать. Ходим ли мы в церковь или мы служим Богу? Вот вопрос мы должны задать себе: хожу ли я в церковь просто здесь проводить время, или я буду служить Богу? Хоть маленечко, хоть мало, начать с чего-то, по силе своей. Не надо ничего-то, никто не заставляет. Здесь вы все свободны, никто никого не будет заставлять. Вы должны сами услышать этот отклик в своем сердце, этот призыв Божий. И если мы любим Бога, тогда мы будем любить и служить людям. По-любому. Никак другого не дано. Если мы любим Бога, то мы будем
служить Богу и людям. Потому что церковь, она живая, это как организм. Мы все разные, но мы как организм. Илья, он сильный, он мышца, да? Ну, я маленький там, я, может, там ухо. Но мы нужны друг другу. Как Илья мышца скажет, да не нужно мне ухо, давайте Олега Ивановича отрежем и выкинем. Да нет, невозможно никак, без уха. Или без глаз. Ульяна скажет, я голова, зачем мне глаза? Олега Ивановича убрать. И так каждый из нас, понимаете, мы не можем на одной ноге прыгать. Да не нужна мне эта нога. А давай вторую тоже. Ника уберем. Много ходит, бегает, ноги надо убрать. Да не можем мы без Ника. Все тело, оно органически нужно, понимаете? Тело, оно должно органически работать. У нас работает в церквях, в основном это вот как бы доказано, 20% служат, 80% сидят на стульях. Просто приходят, уходят. Не надо смотреть ни на возраст. Бабушка, ты можешь, если ты можешь молиться Богу так. Бабушки – это самые лучшие молитвенницы. Лучше нету, это двигатель. Знаешь, где были пробуждения, там бабушки молились в основном. Они тихо-молча, они никому никогда не показывали, тихо-молча. Дома у себя, на кухне что-то делают, идут, они все время молятся. Их уже ничего не прельщает, ни глазами, ни мыслями, ничего. Им ничего не надо, ни айфона, ничего, ни машины. Они молятся. Мы каждый можем делать ту часть, которую Бог нам дал, чтобы влияние Церкви Христовой было на 80% хотя бы, чтобы мы влияли на этот город. Вы начнете учиться, сейчас пробуждение начнется, люди начнут приходить через вас, потому что вы начнете, у вас не будет, здесь вот все гореть будет, потому что Слово будет внутри вас, и все будет гореть, и говорит, я не могу этот огонь сдержать, потому что он внутри меня горит, да, и я хочу говорить, а не молчать. Я хочу пойти помолиться, мне руки тешутся помолиться за моих родных и близких. Почему они болеют? Они не должны болеть. У меня тешутся руки. У меня ноги сами идут вперед. Я сам не понимаю, куда меня ведет Господь. Потому что Дух Божий будет вести. Потому что чтобы тело Христово, оно начало было живое, оно начинало работать, оно было живое. Тело Христово должно быть живое. Мы не должны просто здесь сидеть. Живой. Вы живые? Я живой орган, скажи. Орган, вы живые. Вы живые. Вот огонь должен гореть. Вот почему церковь сравнивается с телом. Читаем, прочитаем Римлянам 12 главу. Мне очень нравится эта глава. И здесь написано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, видите, он говорит, руки, ноги, все, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного». Не громадного, зачем? Для разумного. У вас каждого будет свой участок. Вы будете слышать от Бога, вы сами выберете и сами скажете, да, я хочу стоять на этом участке, я хочу работать на этом участке, я хочу служить на этом участке. Для разумного служения вашего не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, не думайте, я выше, я же голова все-таки в этом теле. Здесь, поэтому сразу апостол Павел сразу приземляет. По данной мне благодати, всякому я вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов,
Но не у всех членов одно и то же дело. Вы не можете все здесь за кафедру. Давайте я буду проповедником. Нет, я буду. Давайте, нет. Нет, каждый станет на то. Здесь написано, но не у всех членов одно и то же дело. Так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. У вас есть дары, таланты, у каждого. Не говорите, что у меня нету. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай, простоте, начальник ли начальствуй, с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Не натягивайте эту маску. Ты какая холосенькая. Накрасилась. Какая ты все-таки некрасивая, про себя. А так говорит, какая ты холосенькая, умненькая, благоразумненькая. Мы не должны натягивать эту маску. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Почтительности друг друга предупреждайте. Даже если что-то надо почтительно очень, уважительно относиться друг к другу. И не так. Чего вы не поздоровались со мной сегодня? Ну-ка ко мне все поздороваться. Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, не людям. Прежде всего Господу, и тогда вы людям будете. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, молитвы постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, да? О странноприимстве это вот дома принимать. Мы и так не хотим иногда дома никого принимать. Подальше. У меня бардак дома. Как там у нас одна сестра такая хорошая, скидывает, она там видео скидывает. Мы сейчас в гости едем к вам, она вещи все так быстро. Такой бардак был, смотришь, вещи все на полках лежат. Мы убрались, говорит. Езжайте, приезжайте. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте от странноприимствий, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, проповедник будет или прославитель. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно, потому что это невозможно. Все равно, апостол Павел знает, он настолько мудрый, он знает, все равно невозможно, вы не можете со всеми быть в мире. Никак. Где-то на улице столкнетесь, с продавцом поругаетесь там. Вот почему Иисус, Он сравнивает церковь с телом. Потому что каждый орган приносит пользу. И мы в этом теле имеем разные предназначения и роли. Но задействованы все без исключения. Здесь написано. И мы не можем отрубить ни один из этих органов. Аллилуйя. И почитаем. Знаете, вот у меня дома, да, у нас дома такое правило. У нас дома все делают, все распределено. Кто что делает. И никто не должен, извините меня, отвыливать там, потому что всякое. Все полы моют, кто посуду моет, кто туалет. Ну, туалет это на мне самое почетное место. И каждый знает свое дело. Знаете, и каждый по-разному отвыливали все. У нас Веня же пианист, и он говорит, пианисту нельзя тряпку держать. Вы знаете, пальчики. Он отлынивал буквально, он говорит, и так умно еще говорить. Я пианист, мне тряпку нельзя брать. Пальчики.
Елисей у нас тоже всяко по-разному. Ой, у нас девочки только более послушные. Елисей всяко разно придумывает, все на свете может придумать. Вот так кричит тоже иногда. Не хочу убираться! Хочу только играть, 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 кушать сладости. Папа, сладости есть, папа, сладости есть. И футбол сейчас у него. Евреям, последнее место Писания, потом я еще немного скажу. И будем заканчивать. Ефесянам 4 глава и 16 стих. Здесь написано, очень хорошее место Писания. Вот он про тело здесь как раз говорит, и говорит, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя любви. Это просто, можно сказать этими словами, если мы участвуем в служении, потому что мы, когда хорошо питаемся, мы должны хорошо двигаться. Когда вы будете в библейских курсах хорошо питаться, вам нужно будет движение. А то, знаете, мы так много знаем, у нас сковородка такая огромная, а дух такой маленький. Такие умные ходим перед друг другом. Ты видел, там так написано? А ты знаешь вот это так? Ты знаешь, этот проповедник так сказал? А ты знаешь, и там вот такие умные, у нас такая сковородка здоровая такая. А дух такой, сердце такое маленькое, и такое жесткое еще бывает. У нас любовь должна расти изнутри. Вот здесь написано как раз, как она. Когда мы в теле в этом прикрепляемся, мы задействованы все. Мы все задействованы. Когда вы начнете здесь, вы увидите это здесь в церкви, когда начнется служение. Потому что служители это вот совсем только медиа у нас, потому что там пастор Алексей постарался. Медиа, прославление еще. Ну, здесь, конечно, наверное, Вячеслав Воронин постарался. Вот здесь тоже. Потому что у нас должно быть здесь огромное служение уже, потому что народу будет все больше и больше. Многие из вас уже это видели, многие из вас уже об этом молятся. Народу будет больше, вы начнете учиться, люди начнут слышать вас, начнут приходить сюда, им будет интересно. Они будут спасаться, им надо будет служить. Если им не будете служить, то они уйдут отсюда. Надо им служить с любовью. Не так, не там сел, встань, иди туда. С нежностью, с почтением. Особенно к маленьким детям, к новообращенным. Нужно с нежностью, с почтением. Аккуратно, без всякой грубости. Что ты здесь сидишь, пошел там, вот это, убери это. С нежностью, с почтением. Мы не должны превозноситься друг перед другом, даже какую-то, если позицию. Вот мне на домашке, например, знают, все у меня все говорят, все спокойно. Все у меня, слава Богу. Я могу помолчать, поучиться. Я много учусь у них. Сижу, слушаю их и учусь. Потому что иногда нужно помолчать, с почтением относиться. Почитать выше себя людей. Тогда Бог поставит. Когда ты не господствуешь над людьми, а служишь им, когда ты слуга, а не господствуешь над ними, тогда Господь, Он говорит, да, ты на правильном пути, ты правильно делаешь.